Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Огромное спасибо всем тем, кто делает донаты и поддерживает мой канал. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Все о вас на сегодняшний день. Сделаем маленькую диагностику на вас и на все основные сферы жизни. Пожалуйста, если тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о себе, загадайте на себя. И прям-таки задайте вопрос, да, что мне нужно узнать о себе на сегодняшний день. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что песок расскажет и покажет о вас, какую диагностику нам выдаст. Так, мои дорогие, у вас здесь открытие путей. Вот как хотите. Видите, какой длинный путь вам открылся? Путь каких-то возможностей, путь реализации и путь перемены. Перемена долгожданная, выстраданная и, возможно, даже много раз обещанная. Смотрите, этот путь, он самый главный вышел. Действительно, жизнь, смотрите, меняется. А здесь вы выходите из какой-то бури, из какой-то мясорубки, вы выходите на свет, вы выходите немножечко поврежденным человеком, но выстоявшим. Здесь у вас открытие дороги. Смотрите, какая светлая, чистая дорога вам открывается. И эта дорога ведет вас в рост. Вы становитесь таким человеком взрослым, мудрым, обогащенным опытом. Понимаете, все это очень хорошо и полезно для вас. По поводу здоровья. Да, начну я со здоровья. Я по здоровью скажу вам такую вещь. Очень много стресса, очень много каких-то нейронных сетей и связи прерваны. У вас здесь очень много усталости. Идет усталость, какое-то недовысыпание, недоедание, либо наоборот таки переедание. То есть вы устаете от того, что вам не хватает энергетики. Не хватает ее, потому что вы себя сейчас просто как-то зажали, по рукам и ногам связали, и вы, я не знаю, какая-то активность у вас снижена идет, вот активность для себя. То есть вы не занимаетесь спортом, вы постоянно забиваете на свое здоровье. То есть вообще забываете иногда себя покормить, либо наоборот можете покормиться какими-то вкусняшками-вредняшками. Плюс еще есть беспокойство. Очень много беспокойства за завтрашний день. Но я скажу вам такую вещь. Беспокоиться нечем. Вот она, новая чистая ровная полоса в вашей жизни. Беспокойства должны просто уйти. Уйти и никогда больше не возвращаться. Так. Не переживайте, все будет как надо, все тут прекрасненько у нас складывается. Вы вот этими переживаниями, у кого-то прям тоска такая, вот прям жгучая, да, вот есть тоска жгучая, и вам это мешает. Вы, честно, вы должны больше обратить внимание на себя и на свое окружение, потому что вам прям тут звоночки идут, что присмотрись к себе и присмотрись к своим близким. Как будто бы вы, не знаю, махнули рукой, что ли, на себя, как-то сказали, да будь что будет, да, как-нибудь переживу. Живы будем, не помрем, да, то есть какой-то момент был отрицание себя и своего здоровья, какой-то маргинальный подход вообще в целом к жизни. Зачем? Зачем это нужно делать? И это ни к чему хорошему вас не ведет. У вас могут быть действительно физические боли, боль в пояснице, боль в воротниковой зоне, конечности могут мерзнуть. И вот, кстати, у кого мерзнут конечности, вы должны обязательно обратить внимание, да, и уделить время своей щитовидной железе. Вот как хотите, потому что бабочка вышла, а бабочка у нас всегда на щитовидку похожа, да, вот эта щитовидная железа, вот она здесь. Обратите на это внимание. Конечности, кости и щитовидка. Скелет, вот скелет еще, да, сам по скелету могут быть какие-то вот разрывы в нервных окончаниях и может быть боль. Но, мои милые, я тут вам, конечно, не доктор, и я не дам вам рецепт, но я по энергетике могу вам посоветовать больше отдыхать, следить за своим рационом и, пожалуйста, ходите. Выходите,
Вы должны проветривать себя и проветривать свою энергетику. Вот извините, что я говорю, но это самый простой способ вам объяснить, что происходит. У многих очень много энергии, которая перебродила, которая не была вовремя использована и освоена. И эта энергия очень сильно на вас давит. Отсюда у вас идет тоска, печалька, слезливость, нервозность и прочее. Вот как, вот в один момент как будто стреляет что-то, да? Вы вроде нормальная, а тут раз хочется плакать, хочется истерить, хочется там рвать и метать. Вот эта энергия нереализованная. Конечно же, спорт, конечно же, активные прогулки, активный образ жизни. И уберите страхи из своей жизни. Не бойтесь показаться наглой, не бойтесь показаться выскочкой. Вам нужно себя проявлять и нужно эту энергию обязательно реализовывать. У других же, наоборот, человек закрылся от мира, он ушел в себя, он сидит в доме, он никуда не выходит, он боится переступить порог своего дома. И понятно, что энергию черпать неоткуда. Либо вы вампирите, либо есть еще более сильный человек, который вампирит вас. То есть у вас уже просто там не то чтобы по нулям, в минуса уходите. А вам нужно выходить в люди, в общение, в природу и там черпать себе новую вкусную энергетику обязательно. Поработайте над этим. И еще раз говорю, руки, ноги, если мерзнут, обратитесь именно к специалисту, к эндокринологу, да. А здесь именно щитовидка вышла вот как знак. Ну а со всем остальным уже давайте через терапевта. Не запускайте это состояние, просто не запускайте. Что касается негатива, есть несколько человек, которые негативно вас делают. Тут, делают это, так сказала, да, утрированно, посылают на вас негатив. Тут порч, проклятий жестких, каких-то жестких от людей я не вижу. Я здесь вижу несколько человек, у которых родовое наследие. Я не знаю, кто вы, что вы, но вы про себя тоже знаете, что у вас родовое наследие, причем достаточно тяжелое. Это отразилось и на вашей судьбе, и на, скорее всего, детях, либо, да, больше дети похожи. К сожалению, так это отразилось. Знаете, вы как будто бы миссионеры, вы должны нести на себе эту миссию вашего рода. И либо ее отработать, либо искупить, да, и закрыть, либо смириться с тем, что выпало на вашу долю. Но вы про себя знаете. Вот несколько человек, вы про себя знаете. Возможно, даже вы уже над этим работаете, возможно, вы уже пытаетесь это убрать из своей жизни. Ну, а у других чистенько идет, чистенько, кроме вот этого бытового негатива, на который вы подписались. Подписали своим, извините, добрым сердцем, открытой душой, тем, что вы не скрываете ничего, тем, что вы открыты для всех, да, вы раскрытая книга, Вы понимаете, вы как будто бы вот про себя все рассказываете. Вот нету тайн между вами и другими людьми. То есть вы, если чем-то хорошим, вы делитесь. Если что-то плохое, конечно, тоже об этом говорите. То есть человек полностью открыт. Вам тут совет и рекомендация немножечко этот краник прикрутить своего дружелюбия. И смотреть на людей, потому что плохие люди, вы их чувствуете, у вас как озноб от этих людей, вот, или такое ощущение, вот вы запах какой-то плохой чувствуете, либо озноб проходит, мурашки могут быть по коже, может быть даже момент того, что вы начинаете испытывать вот головокружение, какой-то дурман какой-то на вас находит. Вы чувствуете, особенно есть мужчина, который очень такой энергетически плохой, и вы его прям чувствуете, вы, может быть, даже задавались вопросом, а что с этим человеком не так? Глазит очень сильно. Здесь булавочки, защитные молитвы, красивые какие-нибудь яркие аксессуары, которые бы привлекали внимание. В принципе, вот мужчина, он сам по себе не злой, но энергетика у него дурная. Понимаете, он какой-то перевертыш, у него все как-то наоборот. И по жизни он такой, знаете, вот бьет его жизнь, да, вроде он неплохой, но жизнь его бьет. И он людей глазит. Причем глазит очень конкретно. Он вроде как по-доброму смотрит, думает, ой, как хорошо, что у этой машины, вернее, у этой семьи такая прекрасная машина. Семья едет и, извините, в аварию попадает. Либо он там смотрит, ой, какой красивый ребенок. Ребенок идет, падает, разбивает себе лицо. Понимаете, вот такой момент. Он не со зла это делает, но он опасный. Это мужчина. И вы его чувствуете. И второй человек – это женщина, ваша близкая женщина, либо родственница, либо подруга, которая вас недолюбливает. Вот, она вам в лицо вроде улыбается, заглядывает в глаза, на самом деле она вас не любит, на самом деле она желает вам зла. Если есть возможность, она вас и обгадит, и
клеветой засыпет и что ваше может себе присвоить. То есть она такая, она себя выдаст, причем с потрохами выдаст. Вот какое-то дело будет, в котором она себя покажет, свое истинное лицо покажет. Кстати, вот змея еще есть у вас, да, вот змея, вот она сидит такая. Змея — это какая-то, либо это вашего мужа, мама, либо бывшего мужчины, жена, либо мать. Больше, конечно, идет как старшая женщина, старшая, чем вы. Вот она змея. Она почему змея? Потому что она вас не любит, потому что она считает, что вы какая-то там колдовка, развратница и прочее, прочее. Вот особенно для женщин актуально. Она вас прям, подрала бы. Эта женщина, вы, может быть, и не общаетесь, может быть, общение какое-то ограниченное, минимальное, но она вас очень сильно не любит. И она считает, что вы зло. Хотя на самом деле это у нее злые мысли. Если смотрит меня мужчина, то это либо мама вашей жены, либо какой-то из ваших бывших женщин мама. Но женщина тут именно по возрасту постарше, чем вы идете. Вот, так что знаете, что вас кто-то обвиняет в магии и в алчности и в какой-то корысти. Вот эта женщина. Почему змея? Да потому что она может в любой момент вас очень больно укусить в неожиданный момент. То есть слухи о вас распустить, сплетни о вас распустить. И она будет считать, что она права. То есть какой-то такой момент. Так, давайте смотреть на любовь. Ну, на любви я вижу тут ожидание счастья, ожидание радости, ожидание каких-то вот прям изменений. Либо вы с кем-то познакомились, и теперь вы полны энтузиазма и ждете любви и начала отношений. Либо ваш любимый с вами на расстоянии, вы договариваетесь о каких-то встречах, переездках, поездках, может быть, даже браке. Вот. Поэтому у девочек, которые не находятся в браке, либо в браке, но муж на расстоянии. Сейчас какой-то подъем настроения идет, что вот-вот мужчина приедет, встретитесь, увидитесь, пообнимаетесь, полюбитесь и все такое. Это очень хорошее состояние. Я вижу, что это состояние поможет вам себя прокачать, какие-то улучшения даже в себе сделать. Но вы как бы для мужчины будете стараться, но на самом деле вы для себя хорошо сделаете. Для тех, кто в браке, в паре, в отношениях, у вас, мои дорогие, тут какая-то тоска зеленая, причем тоскует женщина. Мужчина озабочен какими-то своими внутренними проблемами, либо большими, либо малыми, а вы тоскуете, вам не хватает внимания, вам не хватает любви и ласки. У многих может быть момент, что вы на грани развода, либо вот разведетесь, либо уже развелись. У вас все равно желание от этого человека каких-то открытых разговоров, от каких-то действий. То есть даже если вы развелись, все равно вам хочется с ним поговорить, чтобы он попытался хотя бы как-то вас вернуть, да, что-то восстановить. Я скажу вам такую вещь, что мужчины здесь какие-то вышли немножечко пассивные, флегматичные. Эти мужчины, они любят, чтобы их уговаривали. То есть какой-то такой момент идет. Это не потому, что с вами что-то не так, либо у вас проблема. Мужчины флегматичные, незрелые личности такие, знаете, вот сырые. С этими мужчинами нужно по-другому поступать. Этих мужчин нужно стимулировать и мотивировать. Они только понимают разговор телесной близости. Если вы оденете какое-нибудь соблазнительное бельишко, да, какую-нибудь там романтику устроите, там феромонами побрызгаете, то мужчина как бы среагирует. Вот сам по себе навряд ли он придумает, что нужно жене оказать внимание. То есть такой момент идет. Но у кого есть любовник, то здесь все прекрасно. Любовник будет жечь, любовник будет африканские страсти устраивать, но здесь вопрос остается будущего. То есть женщина как будто бы не может расслабиться и успокоиться. Да, что же будет дальше, что же будет в будущем, какое будущее меня ждет. Вопрос этот нужно будет решать, но он решится, вернее, сам. От вас он не зависит. Это зависит от того, как станут звезды в ряд. А именно, вот у вас есть любовник, например, да, вы имеете любовника, и тут же у вас есть муж, но вы ни там не дополучаете, вот стопроцентного результата нет. К вам придет новый человек, совершенно новый, и этот человек, он придет как конкурент и любовнику, и мужу. То есть этот человек, он будет круче, чем любовник в постели, при этом он будет вам делать предложение руки и сердца, да, и пытаться вас там перебить, да, забить вашего мужа и вас себе забрать. Забить неправильно, затмить. Вот. Если вы девушка свободная, то к вам идет любовь, к вам идет мужчина,
Причем, если вы свободная, то встреча какая-то странная где-то. Это не улица, это не ваш дом, и это даже не то место, где вы живете, где-то вот вдалеке. Мужчина сам к вам подойдет, сам с вами познакомится и завяжутся отношения. Здесь мужчина будет вести эти отношения. То есть, я не знаю, то есть у него какой-то, вот у него дорога сзади, как хвостик идет. То есть, либо он будет приезжий-уезжий, и все будет строиться на его возможности к вам приехать. Ну, либо вы, может быть, там уедете на учебу, на работу, как бы расстояние между вами. Но, тем не менее, очень романтичные, добрые отношения. В любом случае, мои дорогие, вот кем бы вы ни были, у вас открывается новый путь в жизни, новую страничку вы начинаете. Вот открыли ваша книга жизни, да, и вы сейчас перелистнули на новую страничку. Прекрасный ровный путь, который, ну вот просто, знаете, ознаменует собой какую-то новую эру, новую эпоху в вашей жизни. Когда у вас все будет получаться, когда у вас все будет на высшем уровне, когда вы будете получать намного больше, чем вы, например, тратите. Отличная ситуация. И здесь вот что бы вы ни загадали, личная жизнь, работа, карьера, все у вас будет складываться. Кстати, по карьере и по работе ждите каких-то вот сподвижек. Либо вам открытым текстом скажут, что да, ты классная и ресурсная, но тебе нужно подучиться, и вы пойдете учиться. Либо вам скажут, что ну извини, для тебя здесь роста нет. И вы тогда действительно подумайте о своем будущем. Я вижу, что здесь какая-то вот перемена идет через приобретение новых знаний, через получение новых знаний. Будь то новая работа, либо повышение, либо смена вообще сферы деятельности. То есть вы начнете с получения новых знаний. Это будет для вас очень хорошо и полезно. Ну а по работе у вас на будущее идет прекрасный результат. По вот этой дороге вы очень много сможете и заработать, и получить, и приобрести, и себя прокачать полностью. Мои дорогие, вы выйдете на какой-то прекрасный уровень, когда у вас будет и любовь, и какие-то избранные, близкие люди. То есть не вот такой какой-то орда людей, да, вокруг вас, а именно какие-то избранные люди, которые именно ваши, вам по сердцу. И у вас любимая работа, любимое дело, которое приносит вам еще и хорошую прибыль. Вот к этому вы выйдете. Ваша дорога, она вот здесь, она только начинается. Смотрите, какой долгий, длинный путь вам еще предстоит пройти. У кого-то, кстати, поездка будет. Поездка далекая, заграничная поездка. И причем поездка, она, во-первых, и далекая, и на какой-то продолжительный срок. Там вы действительно как будто бы приобретете очень много возможностей и шансов, а кто-то даже там и останется. Так что, мои дорогие, принимайте эту новую страничку в вашей жизни. Теперь у вас есть прекрасный шанс заново написать какой-то текст своей жизни, прописать себе программу, прописать себе желания, хотелочки и их обязательно исполнить. На этом моя цепочка закончена, гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.